Республиканское волонтерское движение «Добровольцы» образовано 20 мая 2023 года. Организаторами и руководителями являются Светлана Архипченко и Галина Васильева. Сейчас в движении 30 филиалов на базе различных организаций, которые объединяют более 500 активистов. Волонтеры занимаются плетением маскировочных сетей для военной техники и индивидуальных сетей, пошивом специальной одежды, изготовлением окопных свечей. Благодаря и вашим съемкам, благодаря тем роликам, которые были сняты именно вами, у нас сейчас на сегодняшний момент 29 филиалов, которые расположены в разных районах республики. Это город Якутск, город Жатай, это Верхневилюйский район, это село Тополинное, Тампонского района, Усть-Салданский район. И на сегодняшний момент мы вот посчитали недавно, сколько мы, сплели все вместе, всеми нашими филиалами. Мы сплели 19 тысяч квадратных метров сеток на сегодняшний, на вчерашний момент, можно сказать. Сегодня это уже больше, каждый день мы увеличиваем обороты постоянно. А у нас заработал цех в техникуме, в индустриальном техникуме, практически на полные обороты. Девочки шьют плащ-палатки. Очень хорошо начал работать цех в городе Жатай. Это в Единой России, в штабе Единой России. Каждый день они отправляют, практически ежедневно они отправляют новые костюмы, теплые флисовые. В общем, постепенно увеличиваем обороты. Главное, наше достижение еще, плюс ко всему, мы с помощью наших благотворителей получилось купить ткани, которые предназначены для одеял, которые являются защитой от тепловизоров. И сейчас, выпуск этих одеял уже. У нас есть цех, с которым мы сотрудничаем. И ребята шьют, уже одеяла. И первые одеяла прошли уже, уже поступили на фронт. И уже имеются положительные отзывы от тех, кто, пользуется этими одеялами уже в зоне СВО. Так что мы потихоньку наращиваем обороты и в этом направлении. То есть, если мы тогда только хотели это, думали об этом, пытались, сконструировать все это дело у себя в голове и понять, что нужно, то теперь мы уже начали производство. Мы увеличили оборот посылок, которые мы отправляем с гуманитарной помощью в зону СВО. Увеличился объем именно гуманитарной помощи от жителей города Якутска, города Жатай. Это была у нас акция, подарок к Новому году, письмо солдату к Новому году. Да? В этом приняли участие большое количество детских садов, школ. Ребята с техникумов, с колледжей писали письма солдатам, делали подарки новогодние. Это были открытки в виде елочек с пожеланиями, всего самого наилучшего нашим ребятам, чтобы ребят подбодрить. Практически все эти посылки, которые мы отправляли к Новому году, спасибо тем, кто нам помогал привезти их туда, конечно же, волонтерам других движений, с которыми мы работали. Это движение «Донбасс», это движение, «Якутия с тобой». И Почта России, спасибо им тоже, спасибо авиакомпании «Якутия», которые помогли нам доставить бесплатно большое количество грузов, да, в необходимые точки. И, соответственно, эти посылки практически все уже находятся на руках у ребят. То есть мы получили огромное количество отзывов с зоны СВО, ребята присылали видео, писали сообщения, кто как мог, все писали большое спасибо, свои пожелания нам. И они были все очень рады, показывали, распаковывали, даже у нас есть видео распаковок наших посылок. То есть мы очень рады. Мы всем, естественно, написали большое спасибо нашим волонтерам, которые приняли в этом большое участие, активное очень участие. И, соответственно, многие из них даже плакали, получая, эти обратную связь с солдатами, потому что это был, первый раз, когда ты почувствовал, что ты действительно чем-то человеку помог. Не просто куда-то отправил деньги или что-то еще сделал, да, такое куда-то в никуда, а это именно был такой очень духоподъемная такая вещь. И теперь, наши волонтеры и помощники наших волонтеров, родственники, друзья, соседи, они все собирают теперь посылки. У нас такая же акция идет к поздравлению к 23 февраля. Неизвестно, конечно, будут ли сейчас, дойдут ли до 23 февраля эти посылки, но, в принципе, это не важно. Важен сам посыл, важно желание и, конечно же,
В этом смысле вот обороты наращиваются, люди стали более активными, люди принимают участие, люди звонят, узнают, просят, приходят. Очень большое количество людей стало просто приходить помогать, буквально вот на один день, на несколько часов. И, ну, это здорово. Ну, у нас есть ряд компаний, которые нам помогают, ну, с какой-то определенной периодичностью, не постоянно, конечно, ну, довольно часто. Ну, во-первых, у нас увеличилось количество людей, которые хотят помочь нашим ребятам на СВО и приносят свои деньги. Они скидываются целыми коллективами. Это музыкальные школы, детсады, просто организации какие-то. Они собирают деньги, не просто куда-то там отправляют, а приносят нам. Мы тут же отчитываемся, конечно же. Все это у нас такая очень прозрачная отчетность. Все точно знают, куда ушли наши, значит, их деньги. До ответа адресата. То есть ребята, когда присылают, говорят, что вот к нам пришли посылки. Недавно пришли посылки, например, с города Жатай в зону СВО, и ребята прямо всех отметили, там, детский сад такой-то, школа такая-то и так далее. Люди очень довольны этим, всем это очень нравится. И, конечно же, я не предлагаю всем нести последнюю копейку. Особенно мы, конечно, нежелательно, чтобы... мы не любим, когда приносят свои деньги, например, пенсионеры. Да? Мы стараемся говорить им: помогите вот так, придите, поплетите, что-то сделайте. Может быть, вы шьете, может быть, вы вяжете, может, вы что-то там, банки собираете, можете помыть, собранные для этих самых окопных свечей. Да? Других людей, тех, которые работают, мне, конечно, очень хотелось бы, чтобы вот эта помощь нарастала. Потому что очень хочется помочь ребятам, и мы знаем, что эта помощь, она настоящая. То есть эта помощь наша действительно помогает. И я вас уверяю, что все деньги, которые к нам поступают, они идут на правильное, благое дело. И вместе, конечно, мы сможем сделать не... Мы не можем, конечно, покупать дроны, ну вот такие какие-то крупные покупки делать, да, но сетки маскировочные, они очень нужны на фронте. Очень нужны на фронте. Сейчас ребята написали нам, что и написали вот наши представители Якутии на наших якутских опорниках, которые расположены там недалеко от зоны СВО, да, они, значит, написали, что очень нужны окопные свечи. У нас есть технология нужная, которую, значит, мы усовершенствуем постоянно. У нас есть волонтер, который занимается не только усовершенствованием, значит, самой этой самой, плюс добавками, какими-то добавками в парафин или в воск, она продляет действие вот этих свечей окопных. Поэтому мы просим людей приносить банки. Главное, чтобы банки были чистые, без сколов, без, значит, всяких зазубрин, чтобы баночки были подготовленные. И мы будем отправлять их каждой своей посылкой. Посылки у нас уходят еженедельно. Раз в неделю мы собираем, либо отвозим их, значит, тем волонтерам, тем движениям, которые собирают машины, которые уходят в зону СВО, либо же мы отправляем Почтой России. И у нас ну, очень часто приходят военнослужащие, которые пришли в отпуск, или просто контрактники, которые недавно подписали контракты. Мы с ними отправляем очень, значит, большое количество необходимых, значит, им средств, не только маскировочные сети и окопные свечи, но это ваш, значит, вклад тех людей, которые приносят. Это теплые носки, лекарства, ну, в общем, сладости, какие-то, значит, консервы, ну, что-то вот такое, что порадовало бы там наших ребят на фронте, которые бы соскучились вот по таким вещам. Еще спасибо нашему военкомату и спасибо авиакомпании «Якутия», которая позволяет, значит, провозить дополнительный груз в зону СВО с военнослужащими. То есть они, например, плюс 50 килограмм могут с собой увезти, значит, если они едут уже там непосредственно на фронт, да? Ну, в сторону это самое зоны СВО. Сейчас мы находимся в нашем филиале, он возник одним из первых. Это, значит, досуговый центр Сайсары, ансамбль «Хаят». Его руководитель Маргарита Николаевна, значит, ее соратницы, которые вместе с ней, значит, тут поют, танцуют и так далее, они практически одними из первых пришли к нам в штаб. Они научились плести сетки, очень активно помогали нам еще в нашем штабе, который находится на Короленко 6, да?
А потом, значит, мы благодаря нашим еще одним, значит, волонтерам, это были сотрудники школы номер 25, мы сделали новые стоечки и привезли их сюда, и здесь был открыт один из первых наших филиалов движения «Добровольцы». И с того момента, с лета, они здесь плетут. Хочу сказать, что девочки здесь очень творческий народ, и, соответственно, у них получаются просто шикарные сетки. Очень качественно, правильно используют цвета в сетках для разных направлений и так далее. В общем, они очень творчески к этому относятся. Они здесь, можно сказать, и днем, и ночью, они очень часто здесь ночуют. Еще хочу отметить, что они занимаются, и плюс к этому всему, они делают благотворительные концерты. То есть это бесплатные концерты у них были для контрактников в Абырале, для раненых в Чебдике, да, в разных наших санаториях. Ну и просто проводят концерты в разных точках и так далее, ну, города, и ездят на гастроли. И, в общем говоря, они такие наши сподвижники и самые активные волонтеры нашего движения. Одним из первых филиалов движения «Добровольцы» является танцевальный коллектив «Хаят», руководитель Маргарита Афанасьева. Ансамбль «Хаят» – активный участник городских, республиканских и всероссийских конкурсов и фестивалей. Неоднократно они становились лауреатами данных мероприятий. Члены коллектива «Хаят» участвуют в разных благотворительных концертах, в том числе для участников специальной военной операции, находящихся на реабилитации в Якутске. Ансамбль «Хаят» в переводе с арабского означает «жизнь». Мы так назвались, потому что у меня возрастные артисты, ну, начиная от 50 и до 84. Танцуем мы уже 11 лет, множественные лауреаты. Вот тут у нас различные дипломы, кубки и так далее. В 2013 году начинались как ансамбль восточного танца, целенаправленно. Но оказалось неинтересно танцевать один Восток. На данный момент мы танцуем все танцы мира, какие только можно. Я хореограф. Наверное, я родилась сразу танцором. Я сколько себя помню, столько танцую. С детского сада, школа, училище и так далее. Хореограф. Я работала в ДК, в Табаге, в Хатасах. Сюда я пришла, когда ушла на пенсию. Отдохнула один день, и на следующий день мы уже открыли, нас 2 человека, которые открыли наш социально-досуговый центр Сайсары. Вот ровно 11 лет тому назад это было. Через день после того, как я ушла на пенсию. Основное количество у нас 25, а остальные приходящие, обучающиеся. Но приходят, поучатся, уходят. А ансамбль держится. Ансамбль у вас коллективные танцы или одиночные? Любые есть коллективные, есть сольные, дуэты, трио. С гостями много танцуем. Очень много выступлений у нас, приглашений очень много. Про сегодняшних гостей это как вот они тут оказались? Сегодняшние гости, ну как бы они у нас не первые, мы работаем уже на протяжении 8 лет. И занимаемся каучсерфом. Свободное путешествие называется. Сегодня у нас гости из Индии, гость и из Испании. Индус, он нам ближе, потому что мой учитель, он тоже индус, Ашвани Нигам. А испанка вообще, в общем, у нас испанка первый раз. То есть вы тоже путешествуете? Знаете, как это предполагается? Вот, например, сегодня они у нас, завтра мы можем к ним приехать. То есть нас не волнуют проблемы, не будут волновать проблемы гостиницы, отелей и так далее. Ну вот где вы уже были? Владивосток, Азия, Дагестан, Татарстан. Очень много. Очень много. И везде встречаются каучсерферы. На мировом уровне. То есть у нас нет границ, нет политики, только путешествия. Плетение сетей мы случайно попали на Короленко 6. Как бы вот только увидели объявление, и созвонилась я с Архипченко Светланой, вот, и она нас позвала на Короленко 6. 1,5 месяца мы были там, обучались, и после этого открыли филиал вот здесь. Есть вот основной коллектив, который плетет. Мы сплели уже больше 200 с июня месяца.
Плетем маскировочные сети индивидуальные. Ну, вот тут, как видите, это все по сезонам идет, да? Зима, лето, осень, весна. Мы как считаем неделю, вот по 2 дня мы ночуем, это обязательно, да? А если там, допустим, срочный заказ, мы можем 3-4 дня ночевать. Но если в среднем за 2 дня у нас 4 сети. Ну, вот неделю, например, сколько получается. Вот так и работаем. Неделю у нас может 8, 10, 11 сетей получается. Потому что с материалом у нас проблем нет. Штаб на Короленко нам все это предоставляет. Резчики у нас свои. Есть электрический нож. Мы проводим мастер-классы. У меня там вот целая доска. И не только близлежащих домов. У нас из Оленька приезжали женщины, им дали мастер-класс. После 29-го еще приедет соленькая женщина, и им тоже дадим мастер-класс. Потом к нам приходили на мастер-класс техникум для инвалидов. Приходили, они тоже прошли мастер-класс. НВК прошли мастер-класс. Мы индивидуальные сети плетем. Начинали летом летние, потом уже весной весенние, зимой вот тоже очень красивые белые сети плетем. Мы однажды видели по видео, как они наши сети держат, получили. Мы очень были довольны и рады, что мы это своим детям какую-то помощь сделали. А сейчас плетем уже осенние-весенние тоже. Ну, какие нам дают материалы, и такими плетем. Я очень люблю эту сеть плести и умею плести. У вас кто-нибудь находится там на линии СВО? Да, у меня племянник Ясковский Андрей Андреевич, он прямо с первого призыва уехал туда на СВО и до сих пор воюет, но говорят, скоро вернется. Он один раз вот сюда приезжал на отпуск, и сейчас тоже неизвестно, то ли на отпуск, то ли окончательно приедет. В общем, едет, говорят. А вот по-вашему, кто такой доброволец? Ну, доброволец – это человек, который преданный родине, преданный своим народу. И, в общем, добровольно хочет помогать нашим воинам, я так думаю. И это надо совесть иметь за нашу родину, за наш народ воюет, надо чем-то помогать. Помогаю хотя бы вот эти плести. В Якутии я с 1967 года. Приехала юной девушкой, 20-летней. Думала, где-то года 2-3 здесь поживу, поработаю и куда-нибудь в другой город. Потому что я вообще-то в душе романтик, люблю везде ездить, лазить. Но что-то мне очень этот край понравился, и до сих пор живу здесь, корни пустила, семья, дети, внуки. И, в общем-то, в будущем у меня нет мысли покидать Якутию. Я люблю эту зиму, туманы, морозы. Мне без них никуда. В волонтерском движении я очень рада, конечно, что я сюда попала. Где-то мы с июня месяца, с самого начала июня месяца, ну, в конце мая, вот так вот вступила. И очень довольная. Думаю, что приношу пользу своим вкладом, плетем эти сети. Думаю, что они очень пригодятся нашим воинам сохранить не одну жизнь. И, конечно, у нас мечта, единственная мечта, наверное, у всех, чтобы побыстрее закончилось, и чтобы ребята наши вернулись все живые и здоровые. Вы тоже в этом, в ансамбле «Хаят»? Мы танцуем, и тут еще и вокал, поем. И театральная у нас студия, там я участвую, значит. После танцев, после вокала, в общем, как время случается, мы стараемся плести. Наши девочки даже ночуют здесь, в общем, считай, что сутками здесь находимся и с удовольствием плетем. Думаем, что приносим пользу.
Никто нас не принуждает от своей сознательности идем помогать людям, чтобы как бы приблизить победу. Может, оно действительно, вот наш труд пойдет на пользу. И вот мы, добровольцы, сами пришли в это волонтерское движение. Никто нас не принуждал. Мы сознательно пришли. Плетение сетей меня Маргарита Николаевна, мой руководитель, пригласила в июне месяце, и я пошла на Короленко 6, а потом уже мы сами отдельно в своем центре открыли и работаем постоянно. Мы в день плетем 2 штуки, а если у нас 2 дня работаем, то плетем 5-6, когда настрой. Мы все здесь это сперва приготовим, потом это уже начинаем плести. Это очень трудоемкая работа. Целый день на ногах стоять, на коробке еще, если не достаем, то это очень тяжело. Как-то хочется чего-то такого, чтобы ты помогла как-то. И вот внутренний голос говорит мне, что хоть и помоги вот этим. Хаят входит во всемирное сообщество путешественников «Каучсерфинг». Каучсерфинг – это социальная сеть для любителей путешествовать, которая объединила более 6 миллионов человек из 246 стран. Главная цель и идея каучсерфинга – культурный обмен, возможность познавать мир и обретать новых друзей по всему миру. Кроме того, пользователи этой сети могут запросто приехать погостить к своим виртуальным зарубежным друзьям. Таким образом, Хаят съездили в города России: Владимир, Казань, Нижний Новгород, а также Лос-Анджелес и другие. В этот раз к ним приехали гости из Италии и Индии. Я здесь, чтобы узнать о жизни, а также узнать, как люди выживают при такой температуре, потому что я родом из места, где зимой минимум составляет около 5 градусов. А для нас это уже очень холодно, поэтому для нас очень удивительно видеть, как люди живут здесь и ведут свою нормальную жизнь. Пользовался каучсерфингом, который представляет собой большое туристическое сообщество, которое связывает вас с местными жителями. Это удивительно, потому что помимо впечатлений здесь, вы можете остановиться у местных жителей, что позволяет вам получить больше местных впечатлений. Я доктор философии, создатель документальных фильмов. Я из Индии. Я приехал в Якутск снимать документальные фильмы красивой жизни якутов. Как они живут, я такой сильный холод. Якутян действительно хорошая сила. Они выживают в -50-60. Говорит, что Таня и Саша меня привели сюда к Маргарите. Маргарита мне показала свои танцы, арабские, индийские, якутские, испанские. Я вообще в шоке с этого гостеприимства. Я живу в городе Якутске. Прошлым летом я вместе с Сашей поехала автостопом. С Красноярска начали до Казахстана, потом Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан. Это все автостопом. Очень классно провели время, очень понравилось. И после этой поездки у меня вся жизнь изменилась. У меня взгляд на жизнь изменился. И вот я начала принимать гостей из иностранных стран. И вот у меня уже 9-10 гость, получается. Из Индии, с Великобритании приезжали. Вот, ребята очень классные, очень хорошие. И очень понравился этот каучсерфинг. Это клуб путешественников, которые любят путешествовать. И интересы одинаковые. Вот. Им очень понравились танцы. Мы танцевали индийские танцы, испанские танцы, эвенкийские, якутские. Мне самой очень понравилось. И восточные танцы. Да. Я очень люблю танцевать, очень люблю туризм. Вот, нашла себя. В наше время, несмотря ни на что, люди путешествуют, стремятся приблизиться к жизни других. У них есть понимание, что все в мире взаимосвязаны. Мир един, прекрасен и доброжелателен. Мир на планете – это дружба между народами и людьми. Это согласие интересов, основанных на любви к человечеству.
Каждому нужно приложить максимум усилий, сделать все от него зависящее, чтобы сохранить свой дом, землю, детей. Только вместе мы защитим наш общий дом, хрупкую планету Земля. Героини наших передач своим неустанным трудом приближают победу. Самое главное – победа. Только победа, только живыми, чтобы наши дети все вернулись. И победа будет за нами, я очень надеюсь и верю. Хочется, чтобы они все это выдержали, чтобы они не отчаивались, и чтобы знали, что мы, бабушки, там, сестры, помогаем им, болеем за них, чтобы они возвратились в свои дома, на свою родину, к своим матерям, родным, здоровыми и живыми. Ну, ребятам, единственное, конечно, я пожелаю, чтобы вернулись домой, чтобы все были здоровыми, порадовать своих матерей, жен, сестер, братьев. Все они ждут, все ждут победы. Победа будет за нами.